якутском языках, пели якутские песни. И как-то в разговоре с Федором Юрьевичем Луковцевым я высказал мысль, что было бы очень хорошо, если бы вот это двуязычие, которое почти 4 года существует в Якутии, феномен двуязычия, он имел и дальнейшую жизнь. Федор Юрьевич подхватил эту мысль, развил ее и, собрав талантливых своих товарищей, единомышленников, сделал фильм, который, я думаю, передаст нам основную идею, которую мы все с вами знаем. А я тогда вот говорил Федору Юрьевичу, что двуязычие – это вообще-то мост дружбы, доверия, добрососедства. Это не просто символ, это практическое и естественное, рожденное людьми само по себе явление. Его никто не спускал сверху, никто отмашку не давал, какие-то указы не подписывали, не издавали. Это все было, не то что придумано, а рождено жизнью, самой жизнью. Это все натурально, без искусственности было рождено совместной жизнью и рождено совместным трудом, которые, в разных сферах были у людей разной национальности, но они жили все вместе и владели, скажем так, 2 языками. И не было у них языкового барьера. Они хорошо понимали друг друга, хорошо знали друг друга, и потому у них и распри-то и не было ни тогда, и я надеюсь, и сейчас, и в будущем тоже не будет. Поэтому очень хорошо, что появился такой фильм. Я желаю этому фильму добрый путь, чтобы он продолжил эту вот традицию двуязычия, дал ему дальнейшую жизнь, чтобы в истории это еще продолжилась мирная, добрососедская жизнь, отношения людей продолжалось так же, как было и раньше. Но я хочу при этом сказать следующее. Да, двуязычие существовало еще в 19 веке, например, заезжие путешественники, ученые, отмечая вот это двуязычие, говорили, что не только простолюдины, русские люди говорят на якутском языке, но и государственные чиновники и священнослужители тоже говорят на якутском языке. В свою очередь, подгородние якуты, а так называли якутов, которые жили ближе к городу Якутску, сейчас в современных таких административных мерках, это, скажем, Хангаласский улус, Мегино-Кангаласский, Намский улус. Вот деревни, села, расположенные в этих улусах, там якуты, если не говорили, то во всяком случае хорошо понимали русский язык. А двуязычие, оно не ограничивалось только этими улусами. Оно и в Амге было, и в Вилюйске было, и в Среднеколымске было, и в Нюрбе было, и прочее. Проще перечислить, где его не было. Там прямо в русском устье, это устье Индигирки, тоже существовало двуязычие. И совсем до недавних пор просто там население уже, так сказать, мигрировало, не осталось постоянно проживающего населения. А так вот до недавних пор и там тоже существовало. А это Арктика. Прямо под ногами ледовитый океан. Так что вот до краешка земли существовало двуязычие. И дай Бог, чтобы это двуязычие у нас в Якутии сохранялось, и этот феномен имел долгую, счастливую жизнь. Фильму я желаю доброго пути, а создателям фильма большая благодарность от всех нас. Даже не в виде интервью, а вот прям в виде беседы. И когда мы дважды приезжали в Якутию, Сергей Анатольевич был просто восхищен нашими людьми, проживающими на территории республики. Это искренние, чистые, светлые люди, какими мы с вами являемся. Мы очень рады будем после фильма услышать ваши отзывы. Может быть, где-то в холле или здесь, у сцены.
Сергея Анатольевича, кто делал, вот прям сделал из материала. Я с удовольствием. Федор Юрьевич будет здесь тоже. Мы вместе и ночевали в машине, когда делали фильм, и ездили по наледям, когда были дороги плохие, и искали дрон, когда они терялись, значит, и в стужу, и в снег. И мы изнутри это знаем. Если у вас будут в этом вопросы, мы с удовольствием вам об этом расскажем и ответим на это. Смотрим фильм. Да, и я еще хотел обратить внимание, ну вот как человек, который приехал со стороны, вот о Якутии, что еще, ну так, очень сильно эмоционально воздействует, это таинственные красивые лица женщин. Вот руку, который посвятил свою работу именно нам, жителям республики. Исторических наук, оператору. Ну, это наша школа якутского кино. Здесь тоже вот оператор наш, а режиссер известный в России режиссер. Не якутский, а российский. Поэтому. Так, Долгуновой Алисе Викторовне. Алиса, это уже наша выпускница. Ну, спасибо. Не хочу вас задерживать. Благодарственное письмо художественному руководителю Народного самодеятельного ансамбля «Реченька» Ейлиан Лидии Андреевне. Правильно сказал, да? Да, да, да. Minnaha öldüm. Min sakalı emeğe sanırım. Поэтому Бари съемочная группаға мақтап, бұл наха чүркіне. Өрдім мақтап. Главному режиссеру Сахакадемического театра Тараховскому Руслану Игоревичу. Вы нам передайте, мы ему передадим. Режиссеру Головецкому Сергею Анатольевичу. Махтал. Оператору Петрову Николаю Андреевичу. Еще раз спасибо всем. Если будут вопросы у зрителей... Анатолий Николаевич. Антон Николаевич, тогда вы давайте далеко не ходите вот с моего. Да, минуттан кийне корон, бабинде корон. Hırdağın astındım diyaka. Onunla bilet ile akbin. Bu kinanı halgı tüherellere oldular. Naha çoğu bulu etta. Bir kinağa barıta bappat. Onunla da mihana var. İki tıl. Vapşi hakatıla buldun. Dırsa uruttatan hakatıla hüppetin bağarabıt barı hayda turarıgar bağarabıt. Onunca bu kiyine onu bu diye döse halkanan seriyalak bolları boltların ha şey bulu demin. Bu kiyine onu açıları onları sonra kaygan maktanan turamın itinlik bağabın diyettebin. Махтал. Уважаемые зрители, у нас осталось несколько минут. Здесь другой сеанс будет. Если будут вопросы, мы с удовольствием встретим вас в холле и ответим на них. Всем большое спасибо.